Поток туристов в республику растет с каждым годом, что требует развития инфраструктуры. В ходе встречи Владимир Сластенин заявил, что Ингушетия, как в целом и весь Северный Кавказ, обладает богатым культурным наследием, прекрасными пейзажами и разнообразными видами отдыха, что делает ее привлекательной для туристов. Мы очень рады, что вы решили провести это мероприятие именно на земле Ингушетии. Действительно, для Северного Кавказа основное развитие экономики – это туризм. В связи с той обстановкой международной, конечно, все обратили внимание, взоры на то, что и в России есть прекрасные места, и мы узнаем сегодня больше и о Северном Кавказе, и о наших соседних республиках. И если мы возьмем цифры, вот мне привели сегодня тут две цифры, что за прошлый год у нас проехало до 115 тысяч туристов. А я назову тут другую цифру. У нас в Джаровском районе самая красота, где у нас и горы, и более 2000 башен. Только за 6 месяцев этого года контрольный пункт границы прошло 600 тысяч человек. 600 за полгода. В прошлом году у нас эта цифра была 700 тысяч за год. То есть поток в 2 раза с лишним увеличился. Конечно, нам надо создавать свою инфраструктуру. Мы давно говорили о том, что надо создать свое туристическое агентство, туристический офис на въезде в Магаз, чтобы люди приезжали и знали, куда идти, находили себе интересные маршруты и уже отправлялись вот по этим местам, которые у нас существуют. Это и храмы наши, и водопады, и горы, и объекты спортивного назначения. У нас проходят здесь такие соревнования, как бест-джамперов. У нас приезжают со всей России до 80 городов. У нас очень хорошие условия для подтверждения альпинистов. Альп-лагерь у нас существует. И здесь достаточно люди тоже приезжают. Он практически у нас круглогодичный. Значит, мы в этом году начали создавать инфраструктуру по всему движению маршрута туристов. Вот та дорога, которая у нас 92 километра с одной стороны республики, там уже созданы островки культуры, которые есть очистные сооружения и места для приготовления там шашлыка, пикника. Отдельного внимания удостоились вопросы создания благоприятной инвестиционной среды для привлечения инвесторов. Так были рассмотрены различные механизмы поддержки инвестиций и стимулирования развития туристической индустрии. Руководитель регионального Кабмина добавил, что ориентироваться следует на привлечение большого числа туристов, создание новых рабочих мест и увеличение экономического потенциала региона. Им были определены основные направления развития туризма – активный, культурный, экологический и горнолыжный. Много инвесторов обратилось к нам в последние годы. На сегодняшний день у нас рассматривается строительство 3 крупных гостиниц. Потому что не секрет, что в республике у нас практически очень мало гостиниц, очень мало мест гостиничных. Поэтому, как глава говорит, все флаги в гости к нам, мы открыты, мы инвесторов ждем, мы создаем инвесторам очень хорошие экономические условия. У нас более 5 льгот, начиная от того, что аренда земли всего 5%, освобождение от части уплаты налога на прибыль. Поэтому мы создаем условия, чтобы они к нам шли. Вот в прошлом году мы проводили экономический форум. У нас приняло участие более 4000 организаций, заключено было договоров на 4 миллиарда, и в этом году количество малых и средних предприятий в нашей республике увеличилось в 2,5 раза, почти 12 тысяч. А секрет простой: мы понизили ставку налогообложения тем, кто облагается по единой системе ЕСН, с 6% до 2%. Поэтому многие вышли из тени и платят белую зарплату и белые налоги. Поэтому вот все эти вещи мы делаем. Знаете, у нас есть большой наш знаменитый курорт Армхи, которому больше 100 лет, еще 100 лет назад люди задумывались о своем здоровье. Значит, он вошел в 5 прорывных проектов, которые глава Республики Климатов защищал у председателя правительства Мишустина.
Там сметная стоимость порядка 13 миллиардов на многие расчеты. Но он сейчас работает, у нас есть там подъемник, горнолыжная трасса, высокогорный бассейн, куда приезжают с удовольствием тренироваться спортсмены с равнины. И когда они здесь у нас живут и тренируются, то спустившись на равнину, они показывают очень высокие спортивные результаты. Также мы отремонтировали и запустили уже 2 года спортивный лагерь «Мужичи», который в России по есть нормативам занимает 1-е место. У нас практически все сборы республиканского уровня проходят в этом лагере. Он тоже рассчитан на 200 мест. На совещании представили концепцию разработки туристической схемы территориально-пространственного планирования макротерритории Большой Кавказ. Ее по инициативе Минэкономразвития России разрабатывает проектный офис «Прогород» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы развития туризма. Она представляет собой стратегию развития туристической отрасли СКФО, а также предложения по инфраструктурному развитию для туристических целей с дорожной картой и возможными инструментами реализации. По итогам этого проекта мы получим согласованный с федеральными и региональными органами власти набор мероприятий по развитию туристических дней, обеспечивающих инфраструктуры. И, что еще более важно, это согласованный, опять же, со всеми уровнями власти перечень источников финансирования и механизмов реализации. То есть нам крайне важно в рамках этой работы понимать, как каждое мероприятие будет профинансировано. И также мы берем в расчет, что сейчас на уровне Минэкономразвития прорабатывается субсидия под туристические цели. Мы надеемся, что этот проект послужит инструментом для применения этих субсидий и будет учтен при ее распределении региона. С точки зрения именно задач, какие мы сейчас ставим в рамках этого проекта, это обеспечить всесезонность отдыха на территории республики и всего макрорегиона. Это повысить качество существующего туристического предложения, качество туристических маршрутов и курортов и укрепить межрегиональные связи, поскольку люди едут, скажем так, за впечатлениями, они едут не в конкретный регион, они в целом едут на Кавказ и часто путешествуют между разными субъектами. Наша задача – это создать условия для такого бесшовного опыта. В свою очередь, руководитель комитета по туризму Руслан Цуров подчеркнул важность взаимодействия Ингушетии с другими регионами. Существующими барьерами для привлечения инвесторов в туристической отрасли Ингушетии является недостаточная развитость инфраструктуры, отсутствие опыта у местных предпринимателей, низкая осведомленность об инвестициях возможных и рисковость региона. Для преодоления этих барьеров необходимо проводить мероприятия по привлечению инвесторов, проводить регулярные инвестиционные форумы и выставки. Несмотря на предоставляемые льготы и гарантии со стороны государства, также усилить маркетинговые стратегии, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона. Немаловажно взаимодействие Ингушетии с другими регионами СКФО, и осуществляется оно через создание общих продуктов и маршрутов. Сотрудничество в этой сфере направлено на создание единого туристического пространства, расширение границ туристической активности и привлечение большого числа туристов. Общие продукты и маршруты могут быть необходимы для привлечения разнообразных туристических интересов и предлагать туристам возможность ознакомиться с богатым культурным наследием и природными достопримечательностями региона. Новый руководитель туристической сферы озвучил цели на этот год. Реализовать мероприятия нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлечь инвестиции в туристическую инфраструктуру, провести аттестацию экскурсоводов, продолжить дальнейшее развитие всесезонного курортного комплекса Арымхи, а также туризма в районах республики. Хадза Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.